На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре пятница, 17 февраля. Они успевают и учиться, и работать, и помогать людям. Сегодня в России отмечают День студенческих отрядов. В Театре юного зрителя имени Михаила Сейспеля пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднику. Там участников движения наградят нагрудным знаком Чувашского регионального отделения РСО за активную работу. Движение студотрядов – это прежде всего активное участие в общественной жизни региона. Например, недавно мы рассказывали о том, что Чувашия присоединилась ко всероссийской патриотической акции «Снежный десант российских студотрядов». Волонтеры договорились, что на протяжении зимы будут ездить по республике и оказывать адресную помощь жителям села. Колоть дрова, помогать в уборке снега, измерять давление пожилым, развлекать детей. Сводный студотряд «Снежный заряд» с начала декабря уже 6 раз выезжал в отдаленные районы Чувашии. До конца этого месяца волонтеры намерены совершить еще одну поездку в Маргаушский муниципальный округ. В эти выходные неподалеку от Сосновки пройдут гонки на собачьих упряжках. Соревнования состоятся в рамках чемпионата и первенства республики и Кубка Евразии 2023. В наш регион приедут спортсмены с четвероногими любимцами из разных городов России. Длина основной трассы гонок 7,5 километров. На ней за первое место поборются взрослые спортсмены, участники чемпионата. Их младшие коллеги в рамках первенства продемонстрируют свое мастерство на трассе в 3 километра. Еще одно интересное спортивное мероприятие предстоящих выходных. В субботу в Мариинско-Посадском муниципальном округе стартует третий этап всероссийских соревнований «Кубок Волги» в дисциплине сноукатинг-марафон. По данным Минспорта Чувашии, состязания соберут сильнейших райдеров из Москвы, Татарстана, Мариэл, Ульяновской, Костромской и Самарской областей. Пятница. Время традиционной рубрики «Мобильный репортер». Хотел прилететь на красный и чуть не подбил патрульную машину. В северо-западном районе Чебоксар водитель легковушки, видимо, не захотел придерживаться правил дорожного движения. Однако сотрудники ГИБДД тут же напомнили ему о их важности. Народного корреспондента эта ситуация явно позабавила. Жители Алатырского муниципального округа поделились фотографиями вот такого редкого природного явления. На замерзшей поверхности торфяного озера распустились так называемые снежные цветы. Но на самом деле это кристаллы льда, которые формируются при уникальных погодных условиях. Мы продолжаем рассказывать про собак, которые ищут хозяев. Сегодня в рамках совместного проекта нашей телерадиокомпании и Чебоксарского пункта передержки мы познакомим вас с Демой. Судьба Демы не баловала. В приюте он оказался, потеряв хозяина. Долгое время боялся даже переступить порог вольера. Каково же было удивление волонтеров, когда Дема осмелился выйти на прогулку. Оказалось, что он очень смышленый, любит людей, в особенности детей. Необходимые прививки Деме сделаны. Он готов к переезду в новый дом. Но пока живет по адресу проспект Тракторостроителей, 108Г. Таковы вести к этому часу. Желаю вам легкого завершения рабочей недели и интересных выходных. Оставайтесь на телеканале «Россия».